Республиканское звание предприятия трудовой доблести присвоено Казанскому авиационному заводу имени Горбунова. На КПО Горбунова каждые сутки производили по 10-12 легендарных П-2. Как и другие заводы и фабрики, они внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и продемонстрировали трудовой героизм. Сегодня дипломы о присвоении звания предприятия трудовой доблести им вручил Рустам Минниханов. В истории нашей страны были непростые периоды. Мы всегда достойно принимали вызовы, добивались поставленных целей. Так, в годы Великой Отечественной войны значительный вклад в победу страны внесли работники наших промышленных предприятий. Новое звание появилось в этом году по инициативе президента. Награда вручается впервые. Среди ее обладателей Казанский авиационный и вертолетный заводы, моторостроительное производственное объединение, завод имени Серго, Зеленодольский завод имени Горького и другие. 14 предприятий, в том числе Казанский пороховой завод, где прошла церемония. Казанский государственный казенный пороховой завод. В годы войны здесь наладили производство снарядов для «Катюш» – грозного оружия нашей армии. Также на фронт поступали заряды для зениток, гаубиц, морской артиллерии. За 4 года завод произвел более 100 тысяч тонн пороха. При этом на фронт ушли более 2000 работников завода, а за станки встали женщины и дети. Вроде щупленькие такие, не очень здоровые, такие, как будто смотришь, щупленькие, не мощные, а работали. Вот в мешке, полмешка вот этого пороха подними-ка ты, туда перетаскай или туда кидай, потом еще его сортируют в эти. Здесь сейчас проходит обучение бывшие студенты, недавно закончившие вуз, все по специальности пороховой. Это уже современный учебный центр порохового завода. Виртуальные тренажеры позволяют отрабатывать разные производственные и нештатные ситуации. Здесь в этом году обучились более 2000 человек. В целом на предприятии почти 30% сотрудников – молодежь. Многие пошли по стопам родителей. Это у нас особая гордость, да? 80 трудовых династий, самая старшая, Руслан, 700 лет трудовой династии. А свыше 400 лет – 10 трудовых династий. На совещании о развитии промышленности президент напомнил, в стране принят ряд мер поддержки. Важно, чтобы она доходила до заводов и фабрик. Пока лишь 15 системообразующих предприятий республики из 40 подали заявки на льготные кредиты. 7 промпредприятий уже получили более 15 миллиардов рублей. Необходимо предприятиям активно использовать инструмент поддержки отраслевым министерством, прорабатывать расширение перечня системообразующих предприятий. Все это в ручном режиме, ногами ходить, добиваться, доказывать и получать результат. Мы понимали, что вот эти финансовые скачки может стабилизировать только промышленность. Поэтому правительство нас поддержало, стратегии получили на преодоление операционных разрывов короткие кредиты. Но те, кто на эти операционные кредиты рассчитывал именно как на короткое плечо, мне кажется, это правильная стратегия. Производителям нужно помочь и с импортозамещением, отметил президент. Предприятиям предстоит определить критически важные позиции и внести в федеральный перечень для получения поддержки. А в Татарстане есть хороший опыт. Нижнекамск нефтехим наладил выпуск катализатора для производства изопрена, заменяющий иностранные аналоги. Для реализации новых проектов важно, во-первых, восстановить собственные конструкторские бюро предприятий и, конечно же, более активно работать с научной школой, как в республике, так и Российской Федерации. Рустам Минниханов обозначил главная цель – обеспечить стабильную работу и развитие предприятий. Татарстан славен сильной промышленностью и традициями трудового героизма, которые, уверен президент, живы на предприятиях и сегодня. Лина Знатульна, Марат Саидгараев, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.